Сообщение нашего Львовича Рома, это наш академик Западно-Сибирского отделения Славянской академии, доктор культурологических наук и, так сказать, во всех ипостасях довольно хороший ведущий специалист в области культуры, танца и многих других вещей. Так что слушаем его внимательно, готовим вопросы, задаем его. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, я рад вас всех приветствовать. И сейчас замечательный обряд был не случайно, потому что сейчас идет эпидемия гриппа, и вы просили провести обряд, чтобы наши гости не заразились, а если заразились, то выздоровели. Вот уже прозвучало, что раньше считалось, в общем, было по-настоящему до сих пор, что наука это одно, а народная культура, коммунизм, там все остальное, это не наука, это сказка. И вот 6 лет назад я познакомился с замечательным целителем, физиком по профессии, кандидатом философских наук, якутом Василием Ивановичем Наконечником. То есть замечательные у нас сегодня есть рядом люди, которые владеют даром излечения, которые на расстоянии 6 тысяч, 10 тысяч километров, 100 тысяч километров может лечить любое заболевание. Затем я познакомился с Александром Михайловичем Герасимовым. Это наш земляк в Новосибирской области живет, который вообще может на этом же расстоянии рассмотреть каждого человека внутри, что у него, и сказать, ага, у него там какой-то орган, вот немножко неправильно работает. У него цвет не тот, давайте вот поправим цвет. И вот с этими замечательными людьми мы решили передать книги, вот все, что они могут, все их возможности. Ну и когда мы начали пытаться разобраться, от чего, вот механизм этих возможностей, мы вышли на удивительные вещи, которые вдруг стали мешать физикам нашим. Физики начали кричать на первом же этапе, что вы куда лезете. Это вы ничего не понимаете, это совершенно не то. В общем, во многие науки начали вмешиваться, причем кардинально. И вот у нас конференция называется не случайно, что героический опыт Колонков, вот, и новая модель мироздания, потому что в этой книге мы вышли вообще на новую модель мироздания. Совершенно необычную, но она существовала в народных эпосах, не только в якутском народном эпосе, но и в бурятском, и в алтайском, и в индийском, и в рамаяне, причем там наряду с какими-то, раньше мы думали, что это обычное, ну наши вот мы привыкли, что космические корабли, вот наши корабли, там вот эти повозки огненные, на которых Бог летал, воевал, что это обычный космический корабль, но рядом непонятное что. Мы раньше думали, что это идет речь о Солнечной системе, но когда начали глубже копать и слушать наших трактовщиков, Колонко и остальных эпосов, оказалось, что речь идет совершенно, что даже самый шаман, который вот начинающий, то он черпает силы не от Солнца, не от Солнечной системы, а далеко дальше, где-то в глубине за галактикой. За галактикой у него открывается черное небо, где основные силы Матерь Божия, Матерь мира дает эти силы. И вот, пытаясь разобраться, пытаясь воплотить в книгу вот эти вот заложенные в народном эпосе, очевидно, мы не все нашли, но оказалось, что вот то, что наше представление о Вселенной совершенно, так сказать, очень маленькие. Что Вселенных таких, вот как наша Вселенная, что это только один может быть атом, что есть в якутском эпосе это 9 кругов, 9 небес, и в каждом небе вот 108 вселенных в первом небе, а во втором небе уже в квадрате, 108 в квадрате, в третьем еще в квадрате. В общем, получается цифру, которую я когда писал, я пытался ее выразить, вот, произнести словами, но даже не таких цифр не существует. И уже когда мы книжку выпускали, то оказалось, что когда мы сравнивали с бурятским, в бурятском эпосе таких небес вообще 13. И книжка получилась так, что в этом бесконечности, которую мы априорно называем вот бесконечность Вселенной, оказались какие-то ориентиры, которых давно было известно и нашим предкам далеким.
и которые, в общем, позволяют вот что-то в этой бесконечности, что-то уже, то, что поближе, узнать. Микрофон не слышно совсем. А, не слышно? Извините. Микрофон. Я-то себя слышу. Ну, А только сейчас слышно? Извините. И, отходя от вселенных, в общем, начали наши авторы копаться в атоме, пытаться понять, откуда вообще произошло. И здесь вообще начались очень серьезные противоречия с физикой, потому что первым делом мы отменили вообще все знания ядерной физики. Все, что мы знаем, мы, в общем, в принципе, знаем, что это самая сложная вещь, ядерная физика. И мы все, конечно, в Академгородок бегали в свое время и показывали пальцем на Институт ядерной физики. В общем, и помним фильм «9 дней одного года». И с почтением относимся, но с не меньшим почтением мы относимся к этим, и тем не менее зачерпнули все эти знания. Потому что то, что мы знаем об атоме, что там внутри какие-то частицы, протоны, нейтроны, еще множество элементарных частиц, то в нашей модели оказалось, что мир унифицирован, что есть единственная частица, ньютоний, первая частица, из которой состоят все атомы. Правда, мы потом пошли дальше и создали рождение атома, там еще мелкие частицы, струны, которые объединяют весь мир. И вот этот ньютоний, в общем, не только есть в нашей системе, а он был изобретен и, в общем, найден еще нашим гениальным Менделеевым, Дмитрием Ивановичем Менделеевым. И он его поместил в свою таблицу периодической системы, но, как всегда бывает, таблица вышла в последний год его жизни, а через год его лучший ученик решил, что это все ни к чему, что, в общем, по его мнению, его не существует. И мы, собственно, эту таблицу не знали больше 70 лет, и вот только накануне, лет 5 назад, ее случайно обнаружили, она напечатана, она в учебнике по химии, в 6-м выпуске, она есть, но ее, поскольку появилась теория Эйнштейна, которая отменяла вот этот космический масштаб, которая частный случай рассматривала в физике на Земле, та теория Эйнштейна очень хороша, но когда выходишь в космос, начинаются сбои. И вот когда вот обнаружилась вот эта подлинная таблица Менделеева, то есть этот ньютоний, как и сказал Менделеев, является, в общем-то, основой эфира. Эфир тоже многие слышат, что эфир был до 19 века, даже до 20-го, основным элементом, о котором спорили ученые. Потом его забыли, потому что считали, что его не может быть. А для чего это нужно? Потому что мы влезли в эту физику, и сегодня вот приглашали студентов, и нам еще наши академики и физики говорили: вы что, невозможно. Да, сегодня проверить вот те положения, которые есть в книге, в первой, во второй, инструментарий наш не позволяет. Инструментарий наш не позволяет, но хочу напомнить, что сегодня среди нас есть люди, вот, ну, пока мы нашли 3-4, среди них вот Василий Иванович Оконешников, Александр Михайлович Герасимов, которые могут вот этот вот даже маленький атом пойти еще дальше. То есть прозвонить, мало того, что увидеть этот атом, но увидеть мелкие частички, которые внутри атома, как они там движутся, и даже сказать примерные размеры этих частиц. Сегодняшние наши знания вот до атома, до молекулы еще можно увидеть, позволяет инструментарий. Все, что связано с строением атома, это получено путем, так сказать, встречных пучков, то есть встречаются, значит, два пучка на большой скорости разгоняются, стукаются, и то, что разлетается, говорят, вот это вот то, что есть внутри. Сегодня наши герои говорят, что нет, дорогие друзья, вот то, что разлетается, это осколки, а то, что натуральное, мы увидеть не можем, натуральное вот единственное. И, в общем, получилось, что картина физической атома, она унифицирована. Она вроде очень проста. Есть один элемент, из которого состоит ядро атома. В ядре атома, значит, водорода 729 ньютониев. И вот это вот единица ядра атома.
Дальше вообще сказки, которые, казалось бы, проверить очень просто, цифры, маленькие цифры. Значит, если у нас есть таблица Менделеева, а остановился на 108 элементе, вы знаете, что 108 это цифра, в общем-то, сакральная, и в четках 108, и 108 вселенных по нашей модели. И вот в оболочку, которая стандартная, оболочка атома может поместиться только вот этих стандартных единиц водорода, а мы назвали стандартную единицу сахатон, так сказать, дай уважение Республике Саха, назвали сахатон. Вот только 108 может уместиться. И опять-таки нас спросили физики, говорят, вы тут хоть не говорите, что вот все, что появилось после 108 элемента, это не элементы. Это действительно осколки разлетаются. Можно таких осколков найти сколько угодно, но они живут какие-то миллионные доли секунды и умирают. В природе они не существуют. И несмотря на эту унификацию, в общем-то, оказалось, что дальше, когда начинаем смотреть картину мира, она намного больше, намного богаче, чем мы до этого предполагали. Но нас интересуют, в принципе, вопросы, и в книге интересовали вопросы здоровья. Потому что те феномены, с которыми мы столкнулись, они не укладываются ни в какие физические законы. Но вы все помните по теории Эйнштейна, скорость света не может быть выше скорости света, а наши, так сказать, целители звонят по телефону, причем бросают трубку, и моментально, еще не надо, вот уже сказал, какое заболевание, увидели, какое, значит, там все, и операцию на сердце делают моментально, еще, может быть, пока дойдет, вот, часовой пояс пройдет 6 часов, а они уже сделали эту операцию, уже человек там скачет. То есть оправдать это с физическими законами, которые мы сегодня знаем, невозможно. То же самое, как можно представить себе, дальневидение. Невозможно, сказки, мы привыкли, что это сказки, это все выдумки наших бабушек и дедушек, и по телевизору мы часто слышим, что вот это сплошное шарлатанство, шаманизм. А вот почему все-таки 1000 лет существует и люди излечиваются, пусть они излечиваются 1 из 100, но они излечатся от тех заболеваний, которые вообще невозможно лечить. И вот когда все эти физические законы, так сказать, мы вывели как-то для себя хотя бы, то тогда можно сказать, стало возможным сказать, почему вот эти вот действуют вот эти наши целительские способности. Прежде мы думали, еще наш незабвенный Владимир Петрович Казначеев, который основал нашу академию, он очень любил повторять, очень много любил говорить о пространстве Козырева, что в пространстве Козырева вот нет скорости света, что скорость света в миллионы раз больше, чем у нас. И многие говорят, ладно, это где-то в другом пространстве, это возможно быть. Но исходя из той модели, которая вот у нас в первой книге «Инженерия шаманизма» и во второй книге «Лечение невозможного», из-за этой теории вот это пространство, которое было где-то непонятно, в которое невозможно проникнуть, оно оказывается в нас. Это пространство и снаружи нас, и внутри нас. То есть мы живем в этом пространстве и связаны с ним, связаны непосредственно. И тот же шаман, который в обряде обращается к черному небу, до этого черного неба нужно где-то 1 000 000 лет световых лететь. А он обращается моментально, мало того, он еще может куда-то полететь туда и вернуться в то же время. То есть это не... А вот в ту модель, которую мы вот создали, может она предположительная, может быть она в чем-то неверна. Но она позволяет верить, да, это все рядом с нами. И человек это совершенное творение, которое владеет вот этим пространством. То есть, кратко, тоже на слух это сказать нельзя, что есть одна неподвижная сеть эфиров, в которой все расположено. Сеть очень мелкие струны, в которых, собственно, рождается и атом, в котором рождаются вот все молекулы, и в котором живем мы. И этот эфир находится и внутри нас, и находится вне нас. И связан абсолютно неподвижно. И вот когда мы встречаемся, когда
Александр Михайлович и Василий Иванович, мы собрались, вот специально уехали из Новосибирска подальше. Вот Александр Михайлович за 400 километров, в глухую деревню, снег завалил, что выехать невозможно. И там начинаю вот гадать. Мы взяли одного пациента, и вот в книге описано это. Попробовали, значит, нам нужно было провести регенерацию сердца. Мы сейчас модные очень стволовые клетки, но мы взяли, давайте проверим эти стволовые клетки. Да, действительно, они могут, стволовые клетки могут помогать, могут восстанавливать то же самое сердце, но столкнулись с проблемой. Откуда их брать? Мы же знаем, что они не приживаются. И вдруг в эксперименте, в котором мы начали говорить, что слушайте, ну ладно, человек, которому мы собираемся перенести стволовые клетки, он болен. Если мы возьмем стволовые клетки из его же организма, они же больны, как можно? Александр Михайлович сказал, нельзя. Они уже плохие, они уже не пойдут. Вы, значит, давайте эксперимент, давайте вот этого человека, с которым мы работаем, возьмем у него стволовые клетки лет, 50 тому назад. Хорошо, давайте. Так они умудрились 50 лет назад проверить, что у этого человека было 50 лет назад. Оказалось, что в то время тоже было заболевание. В то время была там война, были репрессии. И вот в этом эксперименте мы могли передвинуться туда, передвинуться сюда и даже проверить, что будет в будущем. То есть эти клетки, ладно, мы уже нашли от кого привести, а ну-ка давайте проверим, что будет в будущем с этими клетками. И в этом же эксперименте мы смогли посмотреть, что будет в будущем. И в результате в конце выбрали вот систему, выбрали, что подходит этому человеку, благополучно перенесли вот эти клетки и получили эффект на какое-то время, очень серьезный эффект. И, конечно, эти эксперименты нужно, эти опыты нужно проводить. Не могу не сказать, что у нас в академии очень много врачей. Очень много врачей. Только докторов медицинских наук больше 10 человек. И казалось бы, что мы вот там вот внизу, в нашей академии, вроде нащупали такой механизм, болезни, которые, ну вы понимаете, что инфаркт, инсульт, они очень важны, когда в первые 10 минут вылечить. И этот механизм возможен. У нас же сегодня как? Если у человека инфаркт, его посылают в очередь в поликлинику. Если повезет, скорая помощь приедет с кардиографа, с электрокардиограммой. Кардиограмму сделают, а инфаркт не показывает. Кардиограмма большинство инфарктов не показывает. Только один какой-то инфаркт он может показать кардиограмму. Через неделю, через две, когда уже человек выздоровел, когда рубец зарубцевалось сердце, может кардиограмма показать этот инфаркт. Значит, повезет тому человеку, если он не умрет, значит, доживет до второй кардиограммы, и проверить, скажут, да, у вас был инфаркт. А так, в общем-то, тот же самый инсульт. И вот этот механизм, когда можно, мы говорили, давайте попробуем. Ну, не надо даже говорить, не надо пациенту говорить. Вы назначаете свои лекарства. Одновременно ведется эксперимент. Вы по телефону звоним, вы звоните, вот сидит исследователь перед компьютером и говорит вам, что у этого человека какое заболевание. Вы на свой риск, на свое мнение, вы как врач говорите, да, вот подходит, не подходит, да, действительно, какое лечение. Или одновременно, если действительно острый приступ, мы начнем лечение при вас. Сейчас самое, так сказать, непонятное, никому непонятно. Вот мы 6 лет проводим вот эти эксперименты. Наши врачи лечатся, все лечатся. Когда сложный случай, все лечатся у наших знахарей, у наших целителей. Но вот написать, что да, мы провели эксперимент, или включиться в эксперимент, не получается. То ли наша система, то ли так запуганы. Но, к сожалению, вот это еще вот белое пятно, которое, в общем, очень мешает нам. И многие смерти, которые прошли, мы уже могли преодолеть и уже поставить на поток помощь вот этим людям. Это, к сожалению, вот есть. И когда нам говорят, что зачем вы проводите эту конференцию, на вас сейчас так набросятся, мы говорим, так, в
принципе мы согласны. Пожалуйста, набрасывайтесь, проверяйте. Проверяйте, мы за это, чтобы проверять. И кроме того, есть довольно серьезные вещи, которые вот в физике. Сегодня их проверить невозможно, нет инструментария. Но лет через 50, когда появятся деньги, когда появится необходимость, вот те студенты, которые сегодня здесь сидят, вот они, может быть, выйдут на Нобелевскую премию и скажут, вот открытие, вот мы нашли. И тогда вот, когда вот это уже обнаружится, когда это уже подтвердится научно, тогда уже проблемы той же телепортации, о которой говорят много, проблемы полетов на другие планеты, вот сейчас пытаются на Марс, как пролететь этот пояс радиационный невозможно. Вот это все решится совершенно спокойно, и общение со всеми цивилизациями, которые действительно есть и в Солнечной системе, особенно в наши дни прилетело много представителей, и в галактике, и вообще в мироздании, вот эта связь с другими цивилизациями, она обнаружится. Так что вот эта вот наша встреча, вот именно для того, чтобы, во-первых, вы могли прочитать в книге, потому что рассказать об этом в 5 минут невозможно, в книге это более подробно описано. Сейчас мы готовим 3-ю книгу, более простую, и потом ответить на ваши вопросы и заронить в ум вот нашей молодежи вот желание, в общем-то, в науке чуть-чуть заглянуть вот туда, что неизвестно никому. Сегодня, к сожалению, наука занимается чисто инженерией. Вот Василий Иванович Оконечников сегодня он должен был выступить, но скайп здесь не берет. Он там в Якутии сидел, ждал, сидит, ждать, сейчас волнуется. Вот он всегда называет, что это не наука, это инженерия. Если мы говорим о том, что известно, то это просто конструируем что-то новое, прибор. Но наука рассуждает только о том, что неизвестно никому. И вот этот материал, который неизвестен никому, он достоин того, чтобы в будущем начать им заниматься, и этим должна заниматься наша молодежь. Спасибо за внимание, я отвечу. Спасибо. Значит, если срочные вопросы, прямо сейчас, и надо просто подумать. Если надо подумать, тогда на бумажках пишите, мне отдавайте, я потом вручу их Валерию Владимировичу, он все это расскажет. Таким образом можно задавать вопрос? Пожалуйста, если срочно, пожалуйста. Читала, так, не столько читала, я так поняла, что упор в основном делается на проблемы сердечно-сосудистого характера. Почему именно так? Еще раз. Упор в практике Василия Ивановича в основном представлен в книге «Инженерия шаманизма», там в основном... Нажмите там на кнопочку. Да, мне кажется, так слышно. Ну, слышно. Упор идет на диагностику и лечение сердечно-сосудистых проблем в основном. А есть ли опыт более таких серьезных вещей? Хорошо, в принципе... Диабет, СПИД, допустим, вот такие вот какие-то вирусные заболевания очень много сейчас. Спасибо за вопрос, это очень важно, но объем книги 200 с чем-то страниц. И мы взяли вот самые, так сказать, то, что сегодня на слуху, и самые опасные заболевания. Я всегда говорю, когда спрашивают, вот, а какие болезни лечат наших целителей? Это целители полного цикла. То есть для них нет абсолютно разницы, какие заболевания. Ну, Александр Михайлович, вот он сидит, вот, пожалуйста. Он 30 лет живет в селе, и, естественно, как сельскому жителю ему приходится все лечить. И зубы заговаривать, и руки выдергивать, значит, вставлять, и позвоночники править, и, значит, сотрясение исправлять. Но приезжают вот к нему со сложными заболеваниями. Да, при мне он делал там операции внутри, значит, и в желудке, и по женским заболеваниям очень много у него, как у нашей верховной шаманки Бурятии Надежды Ананьевны, уже много детей. Да, конечно. Это все операции бесконтактные, без крови. Но они настоящие операции, потому что мы же привыкли, что разрезали, ты потом не встать, не сесть. Ну, а здесь операцию сделал, он вскочил, его предупреждают, что тебе же операцию сделали. Он приходит домой, начинает таскать мебель, на следующий день лежит, ой, ты что сделал? У тебя опять раскрылся шов, у тебя там шов есть. Вот, поэтому
это действительно уникальнейшая операция, которую нужно исследовать, и мы призываем исследовать, и, в общем, это большая редкость. Да, они все полный цикл операций, и любят очень с онкологией, особенно в раннем этапе, когда еще можно вот так вот махнуть рукой, и онкология прошла. А уже когда до 4-й стадии доходит, вот тогда уже и шаманы, и всем запрещено заниматься этим, уже запускать это не нужно. Хотелось бы просто, знаете, узнать, хотя бы я еще материалы такие, почему сейчас очень много в мире, особенно наш край, Алтайский край, очень страдает от онкозаболеваний. Причинно-следственная связь, допустим, на ментальном уровне, в чем она? Или это как-то все-таки работают специальные люди, которые, ну, так сказать, сознательно, да, внедряют онко, распространяют каким-то путем? Либо это все-таки заболевание тонкого плана идет? Как вот людям, кто-то работает вообще в вашей команде относительно? Спасибо за вопрос. Единично это все решает. Ну, в принципе, это все, но я могу передать вот мнение свое и моих коллег. Вот, что да, действительно, это не случайно. С одной стороны, наши ученые говорят, что виновата экология, виноваты атомные взрывы, и все. Это действительно так. Но вот наши целители и шаманы считают, что основное это в другом. Это сегодня, во-первых, бездуховность общества, что мы потеряли веру в Бога, вообще ни в кого не верим, что, в общем-то, особенно вот нам в Сибири, где, в общем-то, и духи, и родовые связи, они сохраняются, и где сохраняется традиционная культура вот шаманизма, и вот человек так бездумно, понимаешь, что все отметает, он может оскорбить, ну, мало того, что своих близких оскорбляет, но он оскорбляет еще и богов, оскорбляет духов, оскорбляет, в общем, многие неживые существа, которые существуют. И вот на наш взгляд, вот мы пришли к тому, что именно это является онкологией. Мало того, вот в этой книжке и в предыдущей, и в той книжке много внимания уделяется агрессии человека. Сегодня очень агрессивный человек. Что мы считаем, что наша озлобленность, что наше бранное слово другому человеку, что это, ну, подумаешь. И в этом в какой-то мере православная церковь сегодня немножко провоцирует. Католичество провоцирует. Уже сколько лет католики индульгенции продают за деньги. Что ты, ладно, вот это в той жизни тебе вот это отольется. К сожалению, нет. Вот это вот все, что ты сделал сейчас, и сегодня особенно ускоряется тем, что наказание приходит в этой жизни. И все ближе, все быстрее и быстрее. И вот это очень серьезный вопрос. И вот онкология, на взгляд наших целителей, что онкология – это результат того вот вашего, так сказать, отношения. Вот вы что-то сделали, вот нагрешили настолько, что на вас послали онкологию. А онкология 4-й стадии – это уже вот когда действительно решили духи, решили боги, что вы жить не должны. А детская онкология такая масса? И детская онкология, вот мы сейчас обращаем вот в этой книжке, что это во многом, в большом вина родителей. Что дело в том, что мы связаны с предками, мы связаны с будущей жизнью, и с прошлой жизнью. И мы во многом искупаем грехи наших предков, которые нагрешили где-то там. Вот шаманы не дадут соврать, что им очень часто приходится проклятие, избавлять от проклятия. Что когда-то в 7-м поколении там предок нагрешил, и на него накляли проклятие, и сегодня хороший человек, но он вот это проклятие и по здоровью, по всему, вот исполняет вот это проклятие. И шаманы могут уговорить духа, упросить духа. Это возможно за прошлое. Но сегодня не думают, что вы сегодняшние вот этими агрессией, сегодняшней руганью, особенно в семье, когда вы ругаете мужа, а муж тебя, и проклинаете его во всех смертных грехах, вы закладываете болезни в ваших детей. И то, что сегодня появилось вот столько много больных детей, наши целители связывают именно вот с этим, именно с этой агрессивностью. Поэтому вот мы в статьях во всем обращаем на это внимание, но сегодня, к сожалению, настолько заслонены глаза деньгами, выгодой, что-то получить в этой жизни, что не замечают, что это мелочи,
что это выгода, это деньги, все это мелочи, самое главное здоровье и здоровье наших близких, вот это мы разрушаем. Вот если вот мое мнение я сказал. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли еще срочные вопросы? Если они короткие, давайте задавать. Если нет, на бумажке и мне на стол. Мы потом, Валерий Ильич, дадим возможность выступить, и он эти все вопросы скажет. Так что спасибо большое, Ильич. Я, видите, хочу немножко...